Кыргызстане официально стартовала агитационная кампания. Согласно законодательству, она начинается за 30 дней до выборов и завершится за сутки до дня голосования. Уже стало известно, что в избирательный бюллетень попадут 15 партий. С учетом пандемии коронавируса массовых мероприятий, вроде концертов, которые были на предыдущих агиткампаниях, в этот раз не будет. Что можно делать во время агитации, а чего делать нельзя, выясняла Калия Душибаева. Накануне стало известно, какие партии войдут в избирательный бюллетень. Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала список кандидатов 15 политических партий. При этом Центр избирком не зарегистрировал список кандидатов политической партии «Актив». По данным рабочей группы, список кандидатов не соответствует требованиям норм закона. А именно, не соблюдены требования о том, что политическая партия должна учесть кандидатов одного пола. При этом очередности женщин и мужчин в списке не должна превышать 3 позиций. Партия не предоставила ЦИК документов об избирательном залоге. В связи с этим было рекомендовано отказать ей в регистрации списка. Также ЦИК не зарегистрировала список партий «Бүтүн Кыргызстан». Рабочая группа доложила, что список, поступивший в ЦИК, не соответствует списку, за который голосовали на съезде. Также был выявлен факт нарушений тайны голосования. Мы всегда выступали за прозрачность принятия решений политическими партиями, тех решений, которые касаются выборов. Это решения такие, как выдвижение списка кандидатов, это решения и вообще действия, связанные с финансированием политических кампаний избирательных. И это очень важно, чтобы они были прозрачными, потому что речь идет о кандидатах на должности депутатов, и речь идет о высших должностных лицах, по сути. А тем временем сегодня с 12 ночи официально началась агитационная кампания. Согласно законодательству, она стартует за 30 дней до дня выборов и прекращается за 24 часа до дня голосования. В соответствии с конституционным законом о выборах президента и депутатов Чогорку Кеңеша Кыргызской Республики, агитация политическими партиями проводится через средства массовой информации путем проведения мирных собраний, митингов, в период подготовки, в период агитации, до агитационного периода на территории всех избирательных участков для политических партий образованы специальные места для размещения агитационных материалов. Они будут представлены политическим партиям на равных условиях. Правда, в этом году агитационная кампания пройдет немного иначе, чем на предыдущих выборах. Прежде всего, не будет концертов с участием местных артистов. Запрещено проводить любые массовые мероприятия. С сегодняшнего дня в стране стартовала агиткампания. В этот раз приходится проводить ее на фоне пандемии. Партиям рекомендовано соблюдать санитарные нормы. Кроме этого, запрещено собирать много людей, проводить массовые собрания. В принципе, партиям можно проводить агиткампанию и в другом формате. По этому поводу есть рекомендации республиканского штаба. С учетом нынешней эпидемиологической ситуации Центральная избирательная комиссия совместно с Министерством здравоохранения разработан алгоритм. В соответствии с алгоритмом политические партии при проведении агитационных мероприятий путем массовых мероприятий должны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, должны быть соблюдена социальная дистанция не менее 1,5 метра. Если мероприятие будет проводиться в помещении, в закрытом помещении. Помещение должно быть проветриваемым. Пандемия не закончилась. Эксперты предрекают вторую волну. А значит, соблюдение санитарных норм все еще стоит на первом месте. Это и ношение масок, и соблюдение дистанции. Ну и о гигиене забывать не стоит. При проведении агитационных кампаний у нас ограничительные мероприятия, которые были ранее, все они остаются. То есть это, дистанционное соблюдение. Обязательно нужно будет носить маски, потому что маски у нас, они тоже являются профилактической мерой, чтобы не более 50 человек собирали в помещении. И, конечно, надолго тоже нельзя. Агитационные мероприятия кратковременно, чтобы они провели. Основная ответственность сейчас лежит на политпартиях, которые участвуют в выборах. Стоит помнить, что в погоне за голосами не стоит забывать и о безопасности своих избирателей. Калия Душибаева, Мирбек Чуспекулы, ЛТР, Бишкек.